Доброе утро, дорогие телезрители. Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Чиров. И Вероника Тамтосова. Ну и, конечно, мы желаем вам сегодняшний день, четверг, напоминаем, хорошего настроения, конечно, бодрого утра. И мы вместе с Вероникой постараемся сделать это, помочь вам в этом, по крайней мере. Ну, чтобы утро было бодрым, нужно начинать его с чего-нибудь хорошего. И сейчас, мне кажется, с каждым днем, когда теплеет, самое хорошее – это услышать, что днем тепло. Итак, в центральных районах сегодня минус 6, минус 25, в Заречной группе плюс 2, минус 12, в южных минус 5, минус 16, в Вилюйской группе 4, 28, ниже 0, в Нижнеленских 10, 25 градусов, пока еще холода. В западных минус 2, минус 27, в Калмыке-Дигирской группе Улусов минус 1, минус 27, в Янских 9, 21, ниже 0, на северо-западе минус 10, минус 31 градус. Сегодня в Якутске утром минус 12 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, температура минус 1, минус 3 градуса. Ну а Госпаблик «Исторический парк Россия. Моя история» приглашает школьников на музейные уроки по истории России и Якутии. Ребят ждут занятия в форме живого общения и викторина «Своя игра» по разным темам, от первопроходцев до Великой Отечественной войны, от Древней Руси до династии Романовых. Все подробности, как записаться, может узнать по ссылке, которую вы сейчас видите на экране. Да, ну а от такой приятной новости переходим к следующим, также не менее приятным новостям. Самое главное, что актуальным. Передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Приветствую, коллеги и телезрители. Расскажу самые заметные новости к этому часу. Китай ближе, чем кажется. С 27 октября запустят регулярные прямые рейсы по маршруту Якутск-Пекин. Путь от столицы республики до аэропорта Дасин будет длиться примерно 4,5 часа. Самолеты будут отправляться по вторникам и субботам, а прилетать обратно по средам и воскресеньям. Продажа билетов уже открылась. И процедуру реабилитации провести, и от бумажной волокиты избавиться. Вопросы медицинской реабилитации с каждым годом становятся все актуальнее. Миллионы сограждан, от детей с ограниченными возможностями здоровья до людей, принесших травмы, инсульты или операции, нуждаются в восстановительном лечении. Облегчить ситуацию призваны современные подходы к реабилитации. Прежде всего, цифровизация процессов и повышение мотивации пациентов через новые технологии. Так, инновационный комплекс «Визионера» от разработчиков Сколково появился у нас в республике. Система применяется в том числе для реабилитации ветеранов СВО. Максимально оцифровать процесс, чтобы врач мог показать результаты работы как пациенту, так его родственникам, так своему руководству. По сути, это своего рода какая-то объективная точка, от которой можно считать процесс реабилитации. Раньше, не дадут соврать специалисты, по сути, они все делали в бумажном виде, ставили свои субъективные, все-таки оценки. Сейчас мы пытаемся это сделать в рамках определенного стандарта. В России создадут единые подходы к использованию искусственного интеллекта в образовании. Для этого по поручению министра просвещения Сергея Кравцова создана специальная рабочая группа. В ее состав войдут представители Российской академии наук, Агентства стратегических инициатив и ведущих технологических компаний. Главная задача группы – выработать единые подходы, которые помогут детям, учителям и родителям ориентироваться в новом цифровом ландшафте. По словам Кравцова, современная школа отвечает за качественное образование и формирование мировоззрения учеников, а правильное использование искусственного интеллекта должно учитывать фундаментальные ценности. Юные корреспонденты из разных регионов страны познакомились с миром науки и журналистики Якутии. Всероссийский проект «Юнпресс» о науке проходит медиаэкспедиции по городам России для начинающих журналистов и блогеров. Ранее в этом сезоне юнкоры посетили Санкт-Петербург, Нальчик и Нижний Новгород. Цикл экспедиции завершится в Якутске. Так, ребята прошли обучение в СВФУ, далее познакомились с музеем Мамонта и посетили технопарк Якутии. Кроме того, в рамках медиаэкспедиции доценты факультета журналистики
журналистики Московского госуниверситета провели лекции для юнкоров республики, студентов и всех желающих. Впервые, когда я узнал о том, что поеду в этот прекраснейший город, у меня был большой шквал эмоций. Первый день был очень-очень наполнен разными мероприятиями, активные лекции, разные многие знания, опыт в съемке, в создании репортажей, в создании постов и написании лонгридов. Этот опыт, конечно же, в будущем очень хорошо мне поможет, потому что я хочу связать свою будущую профессию с сферой журналистики и медиа, а также кино и режиссеры. Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на спортивную одежду, требования которого вступят в силу с 30 ноября 2026 года. Стандарт распространяется на мужскую и женскую спортивную одежду из всех видов материалов. Документ не касается изделий, изготовленных по индивидуальным заказам, а также одежды для экипировки спортивных команд. Изделия разделяются на 3 слоя. Первый слой контактирует с кожей. Это футболки, майки, купальные костюмы, кимоно и другие. Второй слой надевается поверх базовой одежды, и третий слой выполняет защитную функцию и включает верхнюю одежду – куртки и комбинезоны. Календарь хранит память о многих событиях, и сегодняшний день, 19 марта, не исключение. В этот день происходили знаменательные события, менялся ход истории и рождались легенды. Давайте вспомним, чем эта дата отмечена в летописи времени. На календаре 19 марта. Международный день клиента, День моряка-подводника в России, День Арктики в Республике Саха, Якутия. По народному календарю – Константиновы круги. На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник, мальчик по имени Константин. Этот день в истории. В 1474 году, 19 марта, в Венеции принят закон об охране авторских прав на изобретение. В 1899 году в этот день открыта первая в Петербурге станция скорой помощи. В 1906 году указом императора Николая II созданы подводные силы российского флота. 1918. В США принят акт о стандартном времени и утверждено деление на часовые пояса. 1922. В Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию радиопередающая башня. В этот день родились Александр Покрышкин, советский летчик-ас, первый трижды Герой Советского Союза. Лев Кулиджанов, советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист СССР. Борис Штоколов, советский оперный певец, бас, народный артист СССР. Валерий Леонтьев, советский и российский эстрадный певец, актер, народный артист России. Надежда Бабкина, советская и российская народная эстрадная певица, народная артистка РСФСР. Егор Гайдар, российский политический деятель и экономист. Нина Ананиашвили, советская и грузинская балерина, народная артистка России и Грузии. Именины сегодня отмечают Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа, Федор и Юлиан. Ну а в Якутии сегодня отмечают День Арктики. Дата была учреждена в 2014 году в целях поддержки и развития арктических территорий республики. Ну и надо отметить, что у нас в республике к арктическим относятся 13 районов. Общая площадь арктических районов Якутии занимает более половины территории республики и треть всей арктической зоны Российской Федерации. Но жителей в этих районах всего 64 тысячи человек. Кстати, в стране День Арктики также отмечали не так давно, 28 февраля. Этот день – еще одна возможность вспомнить о том, насколько важна для нас Арктика, о нашей ответственности за хрупкую северную природу, о необходимости беречь, сохранять ее богатство. Притом не только с экономической и экологической точки зрения, но и культурного наследия жителей, проживающих на этих территориях. Ну а за окном, конечно, еще лежит снег и морозец пощипывает щеки, но солнце-то уже совсем по-весеннему яркое. Ну скажите, вот, друзья, вы уже поймали весеннее настроение или все еще сидите в зимней спячке? Мы вышли на улицы города, чтобы узнать об ассоциациях прохожих, да, в преддверии тепла. Какие у них планы на этот сезон? Продовжуючи фразу, пришла весна, и с ней пришли... Радость и счастье. А с каким, вообще, с чем у вас ассоциируется весна? Пробуждение. С какими цветами, может?
Ну, пробуждение это же все, как говорится, природа пробуждение, цветы голубое, небо в основном, снег тающий, птицы поют. А снег надоел Тепло. уже? Хочется уже тепла? Нет, Нет еще? каждая природа – благодать. Настроение весеннее уже появилось? Да, вообще на улице благодать. Да, надоел снег? Конечно, я не местная, хочу быстрее тепла уже. Что у вас вообще ассоциируется весна? Ну как? Ну, праздник 8 марта, потом майские праздники. Все-таки настроение хорошее. Детство вспоминается, как раньше мы ходили на демонстрацию 1-9 мая. Новые надежды, новые желания, поездки, путешествия. С чем у вас ассоциируется весна? Лужи. С грязью. Весна, слякоть, сосульки, грязь, скользкий гололед. Ну, весна – это тепло, цветы, грязь. Наступила весна, и с ней пришли. Я на работу опаздываю. Холода. Холода. Шли. Морозы. Какие цели поставили себе на весну? Да. Какие? Цели на весну – это, конечно же, записаться на спортзал, скинуть вес и жить счастливо. На шашлыки поехать. Заняться спортом. Заняться спортом, да. Побегать. Еще что? Все? Мы пережили эту зиму, мы сделали большое дело. Я вот вообще разделяю, конечно, мнение девушки. Это записаться на спортзал, поесть шашлыки и жить счастливо. Вот такие планы на весну. Не, ну у меня в планы на весну, как всегда, очень много командировок по работе, поэтому планы на весну выжить. Просто вот, чтобы приехать потом домой, такой смотришь, уже правда весна. Нет, ну в любом случае смотришь, сейчас выходишь на улицу, прям душа радуется. Мне в этом плане наша погода очень нравится. То есть зима как зима, лето как лето, весна как весна, осень как Нет, надо осень. сказать, что она очень скоротечная весна. То есть вот этот период цветения у нас как раз нет. У нас считается очень короткая весна. Поэтому радуемся солнышку, радуемся, что еще лежит снег, и радуемся, что пока, да, слякоти нет. Но с одной стороны, календарная весна и долгожданное солнце, с другой — коварный гололед на тротуарах. Как сохранить равновесие и здоровье в этих погодных условиях? Несколько советов от Евгения Никифорова. Всем привет! Весна неумолимо надвигается, температура прогревается до плюсовых значений, и снег на дорогах и на тротуарах превращается в воду. К вечеру эта вода замерзает и становится крайне опасно и неприятно гулять по такому так называемому катку. Как правильно падать, как избежать падения и что делать, если вы упали, расскажем в нашей рубрике. В период гололеда постарайтесь надевать безопасную одежду. Чтобы уберечь голову, лучше всего надеть шапку и, если есть возможность, поверх этого надеть капюшон. Это поможет смягчить удар. Существует 3 вида падения. Падение вперед, падение на бок и падение назад. Падение вперед чаще всего происходит неожиданно. Здесь самое важное – это не вытягивать руки полностью. При падении вперед нужно постараться согнуть руки в локтях и упасть на них так, чтобы это было что-то вроде амортизации. Падение на бок считается самым безопасным. Здесь вам важно притянуть руки к груди, согнуть их в локтях. Ни в коем случае, опять-таки, не вытягивать руку в бок. По возможности присесть пониже, сгруппироваться и спокойненько упасть. Падение назад является самым опасным, поэтому постарайтесь по возможности избежать его. Если избежать невозможно, то необходимо растянуть руки в стороны, голову по возможности прижать к груди, чтобы не удариться затылком. При передвижении по потенциально опасному участку делайте коротенькие шажки, старайтесь не отрывать подошву от поверхности. Как бы скользящими шагами проходим наиболее опасный участок льда. Во-первых, выходите на работу заранее. Не стоит бежать, сломя голову, ведь вы теряете внимательность. И, спешив на работу, вы можете просто-напросто упасть в самом неприятном месте. Во-вторых, в эти моменты откажитесь от обуви на высоких каблуках. Отдайте предпочтение обуви с ребристой, не скользящей подошвой. В-третьих, будьте сосредоточены и внимательны. Когда вы подходите к скользкому участку дороги, не считайте ворон. Сосредоточьтесь на движении. Ноги при этом нужно немножечко согнуть и передвигаться скользящими небольшими шагами.
И в-четвертых, конечно, не держите руки в карманах. Руки – это наш естественный балансир, который в случае падения, в случае, когда вы подскользнулись, может сыграть хорошую роль и уберечь вас от падения. Если после падения вы почувствовали, что у вас что-то болит, кружится голова, не можете подняться, то прибегните к помощи прохожих. Может быть, что у вас травма, ушиб или сотрясение. В целом, если соблюдать простые правила, уметь правильно вовремя группироваться, то можно избежать такого неприятного момента, как падение. Друзья, берегите себя, не падайте телом, главное, не падайте духом. Всем отличного дня и прекрасного настроения. Ну что, благодаря Евгению мы выяснили, как устоять на ногах в гололед, но чтобы тело было готово к любым неожиданностям и легче переносило перепады погоды, его нужно держать в тонусе. И, конечно, идеальное начало дня – утренняя зарядка, особенно на растяжку. Как правильно и безопасно потянуться после сна, смотрите прямо сейчас. Всем доброе утро, меня зовут Валерий Аргунов. Сегодня будем делать утреннюю зарядку. Начнем с шейного отдела. Чтобы шейный отдел у нас разогрелся, чтобы у нас не болела голова и прошел отек. Начинаем с круговых движений. Медленно, спокойно, никуда не спешим. Вправо и налево. Чтобы не порвать. И то же самое делаю следующее упражнение. Поднимаю свою руку, смотрим на пальцы, голову поворачиваем направо максимально, возвращаем к руке. Максимально налево, к руке. Направо, к руке. Налево, возвращаем. Направо, к руке. Налево, к руке. Следующее упражнение будет у нас. Головой вниз, медленно, поворачиваю направо. Смотрю наверх. Возвращаем голову вниз. Смотрим наверх, влево. Вниз, направо. Через низ, налево. Желательно это тоже упражнение делать минут 10-15, чтобы у вас была шея в тонусе. И еще покажу упражнение вперед-назад, вперед-назад. У вас должно напрягаться спина и шейный отдел. Чтобы ваша горбатость, если вы сидите за компьютером, вам это будет очень помогать. Чтобы ваша сутулость прошла. Вперед-назад, вперед-назад. Давайте перейдем теперь на спинный и лопаточный отделы. Берем руки, расставляем по сторонам. Я начинаю налево и до конца руками я глажу свою ногу и сгибаюсь налево. Возвращаемся, кладем руку на ногу и начинаем такие упражнения, чтобы здесь все тянуло. Максимально вам должно дискомфорт помогает телу. Следующее упражнение будет такое. То же самое. Берем в сторону руки, на затылок, обнимаю руку и тяну туда за голову. Я тяну и начинаю все то же самое, как было с этими руками. Но я руки на затылке и локоть тут налево. Меняем руку, заводим сюда и начинаем то же самое упражнение. Всем спасибо, чтобы ваше тело было здоровое, в тонусе. Делаем это упражнение каждое утро по 10-15 минут. 25 и 26 марта детская школа искусств номер 1 превратится в центр хореографии. Там пройдет седьмой республиканский конкурс «Северный арабеск». Событие приурочено к Году культуры, поэтому помимо соревнований обещает насыщенную программу мастер-классов. О том,
Кто приедет бороться за победу и чему будут учить, нам расскажет Ульяна Протопопова, преподаватель хореографических дисциплин, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Утро доброе. Ну, конкурс уже проходит не в первый раз, все с ним знакомы. Что будет интересного именно в этом году? Конкурс проводится раз в 2 года. И основная роль этого конкурса – это методическое направление. А здесь очень большая будет методическая помощь в проведении в рамках конкурса. Будут мастер-классы, и в итоге в завершении конкурса будет лекция-концерт по учебным предметам. Очень интересно. Скажите, а сколько участников заявлено, из каких они городов и районов? На данный момент подали заявление из 14 улусов, детские школы искусств, и 110 участников. Вот, и в этом году у нас наша школа, детская школа искусств, не принимает участие, так как проводит мастер-классы. В каком возрасте дети могут начинать участвовать в таком конкурсе? На отделении программа действует, образовательная программа по федеральным государственным требованиям, где дети обучаются 8 лет, вот, и поступают дети с 7 лет. 8 лет обучаются. 8 лет достаточно серьезное такое обучение. Скажите, а можно ли еще подать заявки на участие? Если да, то как? Да, мы всегда идем навстречу, потому что участники приезжают из отдаленных улусов. Но в этом году у нас участие будут принимать и в заочном формате, потому что дальние улусы на данный момент не могут приехать, ведь и школьные каникулы, весенние каникулы. А получается, участвуют только школы искусств или все хореографические коллективы? Этот конкурс именно для школ искусств, отделения хореографическое творчество. И кто вошел в жюри? В жюри у нас от Министерства культуры и духовного развития. Это преподаватели Якутской балетной школы имени Аксиньи Натальи Посельских. И в жюри в составе состоит преподаватели колледжа культуры и искусств города Якутска и Арктического. Такой серьезный квалифицированный Института состав. культуры и искусств. Педагогический. Вот в программе конкурса заявлены мастер-классы, посвященные Году культуры. Можете поподробнее про них рассказать? Вот этот вот мастер-класс, который будет в рамках конкурса проводиться, он в этом году как новое направление включили. Это как помощь преподавателям детских школ искусств на отделении хореографическое творчество. Там будут проводиться по учебным предметам. Основным предметом это классический танец, народно-сценический танец и историко-бытовой танец. Есть ли в этом году какие-нибудь необычные номинации или направления в хореографии, которые будут продемонстрированы или проведены мастер-классы? Номинации у нас лауреаты 1, 2, 3 и дипломанты 1, 2, 3. Номинаций такового нету, потому что это конкурс профессиональный. Вот в образовательной системе. Вот поэтому только по местам. По местам. Обычно в завершении фестивалей, конкурсов проводится такой гала-концерт. Планируется ли гала-концерт в этот раз? Конкурс обоснован, и роль его целенаправлена на методическое направление. Вот, и поэтому здесь преподаватели отделения хореографического показывают свой результат плодотворной работы, свой профессионализм и опыт. То есть цели гала-концерта нет? Гала-концерта нет, но лекция-концерт будет. Вот так вот. То есть вы будете разбирать прям номера? Да, и такой круглый стол в технически завершении. Получается больше. Потому что очень важная роль в образовании, именно дополнительного образования, чтобы поддержать, поделиться опытом и, конечно же, образовательный процесс. Почему? Потому что у нас это начальное образовательное направление, да, потом школа, СУЗ, ВУЗ. Поэтому очень все серьезно. Ваши пожелания участникам? Ну, конечно же, хотелось бы пожелать, чтобы показали свой результат своей педагогической деятельности, ну, конечно же, успеха детишкам.
которые принимают участие. Ну, все будут волноваться, конечно. Ну и, наверное, немного о вас можно рассказать. В какой дисциплине вы преподаете? И можете в целом затронуть, наверное, тему хореографии у нас в республике. В этом году, кстати, 30 лет педагогического опыта у меня. Поздравляем с юбилеем. И окончила я Восточную Сибирскую государственную академию культуры и искусств в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия. Вот. И какой вопрос был? Второй вопрос был вообще в целом хореография в нашем регионе, да, в республике. И предметы, да, какие предметы? Да, и какая дисциплина? Это начальная ритмика, танец, гимнастика, классический танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец и теория, история балета. Ну, вообще, в целом, вот насколько высокий интерес, вот, допустим, вы, наверное, видите, как поступают, да, дети проявляют, да, к хореографии. Проявляют активность. У нас проводится отбор с мая месяца, подают заявление. Вот, и по отбору поступают на отделение. Спасибо большое. Но если отбор, то явно большой интерес детей. Желаем вам успешного проведения, ну и, конечно, очень интересных участников, чтобы были высокие результаты. И, конечно, поделились опытом, и потом увидели еще лучше номера уже в следующих конкурсах. Спасибо. Спасибо. Ну, хореография учит детей слушать музыку и чувствовать ритм. Но есть и другой слух. Слух к истории, голосам прошлого. Сегодня наши юные зрители зададут свои вопросы учителю истории. В этой школе работает абсолютный победитель самого престижного конкурса профессионального мастерства «Учитель года» Республики Саха-Якутия 2023. Интересно, о ком идет речь? Приглашаем познакомиться. Всем здравствуйте! Я Валентина Варламова, а это проект «Спроси учителя», где школьники задают свои вопросы, а у эксперта всего 60 секунд на ответ. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Не появляется желание снова отправиться за хрустальным пеликаном? Временами меня посещают такие мысли. Здравствуйте, меня зовут Казанцев Игнат. Я ученик 5 класса районной гимназии Эврика Алекминского района. Павел Николаевич, правда ли, что многое из того, что кажется современным, уже было при Николае II? Да, это действительно так. И на самом деле, на первый взгляд, конечно, приходит на ум именно технологическое развитие. Но при Николае II и при его активном участии и содействии очень большое развитие получило международное гуманитарное право. В том числе наш российский царь Николай II впервые созвал международные мирные конференции в Гааге, а также впервые подданные Российской империи в 1905 году получили политические права и свободы, и были заложены основы для развития институтов гражданского общества. Я Филатов Валера, ученик 8 класса адаптивного образовательного комплекса города Якутск. Почему Петр I лично брил всем бороды? Насколько мы знаем, в 1697 году царь Петр I отправился в путешествие по Европе, которое получило название в истории «Великое посольство». Истинной целью Великого посольства был поиск союзника в войне против Турции. Но на самом деле Петр воочию увидел те европейские страны, о которых он мечтал с детства, и привез много из европейских ценностей в старую патриархальную Москву. И не секрет, что действительно он лично начал срезать бороды боярам, а также установил особую бородовую подать. Всем здравствуйте, меня зовут Игнатьева Юлия, ученица Арктической школы 11 класса. Хочу задать вопрос. Какой исторический художественный фильм посоветуете посмотреть и почему? Исторических художественных фильмов на сегодняшний день очень много. Но я хотел бы выделить именно один художественный фильм, наш отечественный, который называется «Бедный, бедный Павел». Фильм рассказывает о судьбе, о трагизме личности российского императора Павла I, и фильм
действительно передает тот исторический дух, как мне кажется, поскольку он был непосредственно снят в Михайловском замке, где жил Павел I, а также в Гатчинском дворце, который он также считал своим домом. И гениальная актерская игра Виктора Сухорукова и Олега Янковского придали этому фильму действительно колоссальную значимость. Любите историю, но никогда не забывайте слова великого историка Ключевского, что история иногда наказывает за незнание уроков. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в ритме образования Якутии. Очень интересные вопросы, очень интересные ответы, но историю творят не только великие сражения и события, и повседневный труд тоже. Из ниток и ткани буквально на наших глазах создают историю моды люди другой важной профессии. О секретах мастерства закройщика портного в следующем сюжете. Здравствуйте, меня зовут Роман Затрутин. Я портной закройщик, дизайнер по коже и дубленкам. Работаю уже 38 лет в своей профессии, работаю в ателье. Но это все началось как бы в лет, наверное, в 13. Просто в то время не было одежды никакой, как бы охота была модно одеваться. Началось все с того, что я стал потихоньку брать мамины джинсы и ушивать их. Вручную ушивал, заутюжу их вот так вот. Одену, схожу на дискотеку. Потом все это распарывал, заутюживал, опять, чтобы складок не было, и ложил на место, как будто бы никто ничего не одевал. И после 8 класса я и родители мои тоже стали думать, куда дальше двигаться, или идти дальше учиться, или как. И вот папа предложил: давай пойдешь портным, тебе же нравится, вот ты же до машинки шил. Я подумал, почему бы и нет. Вот меня в 15 лет, помню, мне было, привели прямо на производство, именно сюда, в Силуэт. Это был 87 год. И меня взяли учеником портного. И вот с этого времени я тут и работаю. Я все брал у талантливых людей, которые были у меня учителями. Учился у них. И кроить учился, и дизайну учился. Все у своих учителей. И я даже поработал еще года 4 в театре оперы и балета. Шили театральные костюмы на спектакле. Было интересно, творческая работа такая была. Я люблю свою работу, потому что, во-первых, сижу всегда в тепле. Второе, работа творческая, как интересная. Я же работаю с такими тяжелыми материалами, как кожа, дубленки. Мне очень нравится это. Сложности бывает, конечно, например, столько лет опыта вот, имеете, и все равно где-то что-то, все равно нужно подумать, посмотреть как-то вот по-новому. Вот, например, заказывают куртку, какие-то детали новые, это все нужно сконструировать, все это в голове, все это осмыслить, и как это сделать. Прежде чем скроить и нарисовать, все это должно у тебя быть в голове, то есть полностью технологию прочертить. И потом уже это все начинаешь шить. Конструирование называется. И пошив, естественно, потом уже. Для нашей работы главное терпение нужно. Терпение, усидчивость и, главное, хотеть этим заниматься. Коллектив у нас здесь очень большой, женский в основном, да. Мужчин у нас мало, то есть я и еще один мужчина работает. Когда я пришел в 15 лет сюда на работу, я когда увидел, что это женский коллектив, я думаю, так, годик поработаю, а потом убегу отсюда. Потому что я, как увидел все это, не думал, что я смогу столько лет поработать в женском коллективе. Сейчас работался нормально. Они накормят, напоят тебя. Молодежи хочу сказать, что если хотят они работать в нашей профессии, мы всегда рады. Немножко нужно подождать время, усидчивость, а потом все придет. Самое главное было, чтобы желание. Ну, хочу привет передать, конечно, своим всем родным, всем своим знакомым, друзьям и пожелать всем здоровья большого, благополучия и всегда улыбаться, быть веселыми, то есть, чтобы никого ничего не огорчало. Да, Роман очень профессионал с большой буквы, а также он еще является и брейкером, танцует брейки. Я думаю, что многие наши телезрители его видели. Ну, а теперь представьте такую ситуацию. У вас одна футболка, но вы хотите выглядеть стильно.
как с помощью пары аксессуаров превратить базовую вещь в дизайнерский лук и не потратить при этом всю зарплату. Секретами быстрого преображения поделится стилист Дарья Габышева. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, а это наша с вами любимая рубрика «Рекомендации от стилиста». Сегодня мы с вами будем стилизовать самый понятный вроде бы и простой предмет гардероба, который всегда вызывает очень много вопросов. Как правильно и грамотно носить простую футболку, с чем ее носить, а с чем не стоит. Сегодня об этом. Чаще всего у нас в гардеробе присутствует простая базовая футболка, без принтов и без каких-либо акцентных деталей. Например, здесь мы выбрали такую простую черную, у нее есть принт на спине. Покажу вам. Так. Есть принт на спине, в целом такая акцентная деталь на спине тоже приветствуется, то есть у вас может быть надпись, картинка, все что угодно. Здесь у нас уже заранее все стилизовано в такой национальной эстетике, да. Я бы сейчас покажу, как бы я рекомендовала все это обыграть. В целом мы с вами все равно работаем с визуальной зоной, то есть с передней частью. Обычно футболки, они сейчас унисекс формата, то есть когда она такая оверсайз, объемная. Здесь что мы можем сделать? Для того, чтобы вытянуть силуэт, мы с вами чаще всего делаем вот такой большой закреп, да, на талии, например, смотрите. Тем самым у нас зрительно вытягивается силуэт. Если вы посмотрите, у нас ножка зрительно вытягивается, мы фиксируем на талии, добавляя здесь объем. Также, что я рекомендую делать с рукавами? Давайте посмотрим. Очень часто рукава у нас очень объемные, мы можем с вами сделать подворот. Тем самым у нас зрительно также будет вытягиваться рука, плюс всегда здесь достаточно серьезный такой объем вокруг руки, да, у нас, и тем самым зрительно руки становятся стройнее, поэтому постарайтесь обязательно подвернуть, потому что если у вас футболка очень сильно облегает рукав, то есть вашу руку, велика вероятность, что даже в случае, если у вас нет лишнего объема, будет выглядеть массивно и объемно. Поэтому лучше всего, если у вас будет простор, тогда, скорее всего, будет выглядеть более эстетично. Дальше я рекомендую носить футболки с дополнительными аксессуарами. Конечно, все зависит от ваших интересов. Сегодня я подобрала разные. Сейчас покажу. Один из вариантов, например, вот такой вот аксессуар. Его используют, по-моему, как косоплетку, да? Также его используют как шарф, также используют как пояс. То есть такая универсальная вещь. Вот. Давайте посмотрим, как мы можем ее носить. Вот что мы имеем. Такая вот небольшая лента. В целом, будьте изобретательны, экспериментируйте. Например, мы можем с вами, например, сделать вот такой вот вариант на шее, да? Перекинуть вперед. Все, у нас уже зрительно вытягивается передняя часть, есть акцентные детали, такая национальная у нас сразу эстетика, все очень интересно смотрится, да, как один из вариантов. Следующий вариант, имея, например, вот такую вещь в своем гардеробе, мы можем использовать ее в качестве пояса. Я бы рекомендовала распустить прям футболку, чтобы она была достаточно объемная. Сейчас в тренде баски, то есть это все, что создает зрительный объем, для того, чтобы был такой эффект юбочки. Мы с вами фиксируем талию, затягиваем. Тут каждый может кто-то на узелочек себе завяжет, чуть-чуть добавляем объема сверху, фиксируем, да, талию. И здесь у нас юбочка, тем самым у нас такой дополнительный объем на бедрах. Зрительно вытягиваются у нас ноги. Опять вот так вот это все интересно смотрится. То есть футболку можно стилизовать по-разному. Не думайте о том, что это только спортивный предмет гардероба, и этим стоит ограничиваться спортзалом и кроссовками. Ни в коем случае. Футболка имеет возможности просторы, потому что это базовый предмет гардероба. Следующее, что я еще, может быть, сделала, в случае, если у нас, например, уже футболка здесь вот так, как мы до этого показывали, подвернута, мы можем использовать ее вот здесь, например, на брюки, на джинсы, на юбку, да. Здесь мы просто вот так завязываем и создаем эффект пояса. Уже здесь, вот так. Раз, затянули. У нас тут бантик, акцентная деталь. Опять же, здесь из-под низу вот так вот видно. Как вариант, то есть просто как аксессуар. Также я думаю, что ее можно вообще вплести в волосы, в случае, если у вас длинный волос, и также пустить ее на выпуск, тоже будет интересно смотреться. Вот, например, что еще мы можем сделать, например, с простой черной футболкой, также и с белой, также и с серой на самом деле. Просто здесь мы за базу взяли черную, сейчас покажу.
Как вариант, это тоже выправить, например, и сейчас, так, секунду. Мы можем взять уже специальный предмет гардероба, который называется баска. То есть это такая вот дополнительная юбка, которая сейчас очень актуальна, сейчас прям тренд на них. Они продаются и в разных брендах, некоторые изготавливают их самостоятельно. И мы с вами... Это такой тренд, который, я думаю, помнят все девушки из 2010-2012, когда была мода на баски. Все девушки очень ценили, потому что она идеально корректирует фигуру. С юбкой карандаш это всегда хорошо смотрится, это будет красиво смотреться с брюками, с палаццо, с джинсами, может быть, в зависимости от оттенка. То есть старайтесь брать баску такого цвета, которая в одной тональности с вашим низом, то есть с брюками, с юбкой и так далее. С верхом можно контрастировать, с низом лучше не контрастировать. Если у вас, например, была бы здесь белая баска, зрительно бы у вас фигура бы расширилась, и это был бы не очень верный ход. Здесь очень важно, чтобы все было в одной тональности. В таком случае мы получаем идеальный эффект коррекции фигуры. И футболка, то есть у нас здесь как клей, то есть все решает аксессуары и дополнительные элементы. В следующем выпуске мы покажем, как стилизовать другие футболки и какие варианты еще есть. От того, что мы носим, плавно переходим к тому, что мы смотрим. Мода, как и кино, всегда задает тренды и позволяет нам примерять на себя новые образы. Сегодня четверг, это значит самое время подумать о культурной программе на предстоящие выходные. Ну и давайте посмотрим, какие фильмы стартуют на экранах, чтобы вы смогли спланировать в том числе свои предстоящие выходные. Можно мне уже поиграть с Томми? Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Пока рановато. На цепи. Триллер, который заставляет задуматься. Мрачный, психологический, о перевоспитании. Постепенно и почти незаметно превращается в тревожный эксперимент над человеческой свободой. По сюжету молодой хулиган Томми привык к жизни полной порока и безнаказанности. Но после очередного загула он приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители – странноватая семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника. Чтобы выбраться на свободу, Томми придется пройти череду изощренных психологических игр и стать по-настоящему другим человеком. Это все обман. Премьера якутского фильма «Мои таежные каникулы» от режиссера Моисея Кобякова. Мудрый охотник Михаил Чен, живущий в гармонии с природой, обеспокоен своим внуком. Мальчик, избалованный жизнью, не ценит наследие предков и не понимает красоты суровой тайги. Чтобы передать внуку древние знания, дед берет его с собой в глухую чащу. Однако путешествие оборачивается неожиданными испытаниями. Мальчик и его верный пес теряются в лесу. В отчаянии они встречают волшебного оленя, хранителя тайги, который дарит мальчику удивительную способность понимать язык всех живых существ. И вместе с дедом вступает в схватку с браконьерами, чтобы спасти духа тайги. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. А сегодня в прокат выходит фильм «Мои таежные каникулы». Это история, которая переносит зрителей в атмосферу таежных приключений и детских воспоминаний. А также это первый якутский фильм, в котором животные говорят, становясь полноценными героями фильма. И сегодня у нас в студии представители съемочной группы, и мы поговорим о том, как создавался этот необычный проект и почему этот фильм обязательно стоит увидеть на большом экране. Арина Володина, оператор-постановщик, и Эвелина Попова, видеограф Улус Медиа, логер фильма, бэкстейдж и монтаж на площадке. Доброе утро. Доброе утро. Вообще, как появилась идея фильма? Почему вы выбрали именно рассказы Тимофея Сметанина и Якова Сторчкова? Ну, почему выбор такой сделали? Интересно же. Идея фильма родилась из желания популяризировать якутскую литературу,
вот рассказы именно Тимофея Сметанина и Якова Стручкова, они яркие и живые, и идеально подходят вот для экранизации фильма. Здорово. А скажите, вообще вот это первый, наверное, якутский фильм, где животные говорят. Вот как появилась вот именно эта идея и вообще как технически сделать так, чтобы животные говорили в кадре? Ну да, вот, это первый фильм, получается, где животные говорят именно в Якутии, первый фильм такой. И, конечно, это сложно создавалось технически именно с помощью визуальных эффектов и 3D-графики. И получается, Улус Медиа, как создатели, они хотели популяризировать именно вот классическую якутскую литературу, но чтобы привлечь, заинтересовать современных детей, как раз-таки было принято вот это решение добавить говорящих животных, потому что это способствует возникновению интереса у современных детей, как бы пойти в кино и посмотреть говорящих животных, а заодно узнать больше о якутской литературе. Ну, вам как оператору, наверное, было достаточно сложно, да, это сделать? Вообще, это ваш дебютный фильм, да, как оператора? Да, это мой дебютный фильм. Мой полнометражный дебютный фильм. У меня до этого были проекты, но это были короткие метры, клипы, реклама. Именно полный метр — это мой первый. После этого я еще снимала здесь, в Якутии, второй полный метр. Это фильм «Диодорова против течения». Я там была как оператор-постановщик второго юнита. Вот. А этот фильм, он именно первый, он для меня очень важный. Вот сейчас, спустя 2,5 года, он наконец-таки выходит. Я очень рада, жду этого с трепетом. И, конечно, очень волнительно, потому что за этим фильмом стоит работа огромного количества людей, команды, и это очень ответственно, и сегодня мы все этого очень ждем. Как ваши вообще ощущения? Вы не первый раз работаете в Якутии, да? Вот специфический регион в республике, да? Тяжело, наверное. Какие сложности возникают? Почему вы решили обратиться именно к нашей литературе, к культуре? Что больше всего нравится? Это же не моя идея, меня просто как бы выбирают, приглашают, вот. И получается, когда проходил кастинг на, если так можно сказать, кастинг на оператора, так получилось, что связались со мной. Почему так получилось? Потому что я, когда училась в ВГИКе, я снимала с режиссерами с разными режиссерами, в том числе были там ребята из Якутии, которые учились в ВГИКе по целевому направлению. И мы с ними работали на разных коротких метрах, на студенческих проектах, на их дипломах. И когда я закончила, у нас с ними оставались какие-то контакты, мы поддерживали связь. И вот когда здесь запустился этот проект, не было оператора, они искали оператора. Мне отправили ссылку на пост, в котором был поиск оператора, я отправила свои работы. Мы созвонились с командой Улус Медиа, пообщались по Zoom, потом еще раз созвонились с режиссером Александром Лукиным и пообщались с ним насчет того, как мы оба видим реализацию этого сценария. И после этого вот меня одобрили, и я практически сразу полетела сюда. Да. Отлично. Здорово. Но фильм выходит на 2 языках, да, получается, на якутском языке, и дубляж происходит на русском. Как было принято это решение, и насколько это было сложно? Ну да, вот, в общем, решили сделать дубляж именно для того, чтобы для широкой аудитории, чтобы мы для продвижения вот якутской культуры на территории всей России. Да, на территории всей России. Якутского кино также, это же сейчас очень известная тема в целом, очень популярная, вот этот феномен якутского кино, и, конечно, чтобы это развивалось по всей России, чтобы люди знали об этом, естественно, это такое очень грамотное решение снять, сделать дубляж и отправить это по всевозможным регионам России. Да. Но сейчас все в предвкушении, чтобы это все увидеть. Какие вот основные посылы есть в фильме для детей и для родителей, для взрослых? Вот
какая-то основная такая философия фильма, на ваш взгляд, в чем? Фильм очень теплый. Это семейный фильм. Ну, здесь, получается, основной посыл, наверное, в том, чтобы приобщить ребенка, особенно якутского ребенка, к природе, потому что в якутской культуре очень важна природа, очень важно вот это единение с природой, с тайгой, с животными. Это прям неотъемлемая часть якутской культуры. И этот фильм как раз-таки учит детей любить свою природу, заботиться о ней, а взрослых учат тому, чтобы они не забывали приобщать своих детей к этому, потому что это неотъемлемая часть вообще якутской культуры. Спасибо. Ну а вот еще один небольшой вопрос для Эвелины. Вот что вас больше всего удивило в процессе создания фильма? Вообще я впервые участвовала на съемках фильма, и для меня была честь работать с такой талантливой командой. И самое удивительное на съемках, конечно же, увидеть, как работает команда в таких трудных условиях, можно сказать. Это непростое дело снимать фильм. Спасибо большое, что пришли в гости. Желаем вам успешного дебюта. Да? Вот, надеемся, что все заразились идеей это посмотреть, потому что очень интересно узнать, насколько получился такой детский, душевный, семейный фильм. Поэтому с удовольствием с вами посмотрим тоже. Ну а прямо сейчас переходим к последним новостям. Мы продолжаем рассказывать актуальные новости к этому часу. Депутаты Госдумы предложили увеличить выплату при рождении ребенка с 28,5 тысяч рублей до 50 тысяч. Закон изначально предусматривал пособие в размере 8 тысяч рублей, однако с учетом индексации в 2026 году его сумма достигла 28 450 рублей. Данная мера создаст дополнительные стимулы для увеличения рождаемости во всех регионах России, поможет устранить существующие региональные неравенства и обеспечит более весомую поддержку для всех семей при рождении ребенка, говорится в пояснительной записке. В России планируют повысить цифровую грамотность населения для защиты от киберпреступников. Принятие законопроекта позволит сформировать правовую основу для профилактики киберугроз на всех уровнях власти, от федерального до муниципального. Это позволит повысить цифровую грамотность населения и выстроить четкую координацию между профильными ведомствами. В Якутии продолжается передача оснащения и снаряжения бойцам СВО. В рамках программы территорий опережающего развития «Патриотическая» якутские производители в полном объеме и в установленные сроки выполнили поставку квадроциклов «Сокол». Эта техника специально адаптирована под сложные условия бездорожья. Квадроциклы высоко оцениваются командованием Минобороны и бойцами за надежность и маневренность. Кроме того, в ближайшее время завершится доставка воздушных и наземных дронов, а также электроэндуро. На этой неделе в территориальный опорный пункт отправится автофургон с гуманитарным грузом в 1800 тонн и 3 единицами техники. Хочу отметить, что в целом с начала года выполнено порядка 19 рейсов по перевозке гуманитарных грузов. Доставлено 45 единиц техники и 124 тонны гуманитарной помощи, включая и адресные посылки, собранные предприятиями, организациями и жителями республики. Дополнительные мероприятия по поддержке военнослужащих продолжаются и будут проводиться на постоянной основе. В воскресенье, 29 марта, в селе Табагами Гинекангалахского улуса состоится второй республиканский Куюр-фест среди детей и юношей. Фестиваль подледной рыбалки организует общественная организация «Дети Манчары», администрация Табагинского наслега, Министерство образования Якутии. Соревнования по количеству пойманной рыбы проводятся среди участников в возрастах до 14 и до 18 лет. Также пройдут состязания по прорубанию проруби на время. Многие якутяне помнят пронзительный рассказ о юнского мальчике, который крутил палку с сетью, чтобы вытащить хоть какую-нибудь рыбку на пропитание. Нынешнее поколение должно помнить, как жили наши предки, отмечается в сообщении.
Женским волейболом открыли спартакиаду трудовых коллективов «Алроса» в Мирном. В стартовом матче спартакиады по волейболу среди женских команд встретились девушки из Вилюйской геолого-разведочной экспедиции и предприятия тепловодоснабжения. Итог игры 2-1 в пользу геологов. Турниром по женскому волейболу открыли 17-ю спартакиаду трудовых коллективов «Алроса» в Мирном. С первых минут на площадке завязалась равная борьба. Однако в третьей решающей партии команда экспедиции вырвалась вперед и завершила встречу в свою пользу. По итогам турнира геологи взяли второе место, уступив команде управления капитального строительства. Тройку лидеров замкнули девушки из Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината. Предприятия тепловодоснабжения «Алроса Охрана» заняли 4 и 5 места. Мы готовились на протяжении месяца, готовились еженедельно, по средам в Институте Якутнеправомаз. Помимо этого у нас была городская спартакиада неделю назад, где мы играли. Такими были новости этого утра. Всего хорошего и встретимся в эфире. Ну, всем еще раз желаем доброго утра, хорошего настроения и отличного рабочего дня. Ну, напоминаем, что также завтра в это же время мы вместе с вами встретимся и, конечно же, покажем интересные новости, повстречаемся с интересными гостями. До новых встреч! До новых встреч!